18 июля уйгурское движение опубликовало подробный доклад для 4-го универсального периодического обзора Китая, в котором рассказывается о геноциде против уйгурского народа и других тюркских групп, а также о преступлениях против человечности в Синьцзяне. Универсальный периодический обзор – это процесс Организации Объединенных Наций, осуществляемый под эгидой Совета по правам человека с целью улучшения положения в области прав человека во всем мире и борьбы с нарушениями во всех странах. Каждые 5 лет каждое государство-член Организации Объединенных Наций проходит этот всеобъемлющий обзор своей практики в области прав человека. Ситуация с правами человека в Китае будет рассмотрена на 45-й сессии рабочей группы по УПО, которая пройдет с января по февраль 2024 года. Китай активизировал свои усилия по публичной дипломатии в Бангладеш, одной из немногих стран исламского мира, где неправительственные организации и исламские ученые открыто протестуют против репрессирования уйгуров. По сообщениям бангладешской прессы, 20 июля делегация из 10 человек из Бангладеш прибыла в Урумчи с визитом в Восточный Туркестан. Перед тем, как китайское правительство пригласило бангладешских журналистов в Китай, бангладешские религиоведы провели пресс-конференцию в городе Кокс 14 июля, призвав китайское правительство прекратить репрессии против уйгуров, а международное сообщество принять более жесткие меры против Китая. Вступили в силу ограничения Японии на экспорт в Китай оборудования, используемого для производства передовых чипов. По данным Kyodo News, экспортные ограничения Японии, которые будут введены в рамках усилий Китая под руководством США по ограничению производства высокотехнологичных чипов для военных целей, были введены в действие. В этом контексте Япония разрешает экспорт 23 материалов, используемых в производстве чипов. Обрушился потолок спортзала средней школы в Китае. В результате инцидента погибли по меньшей мере 11 человек. Инцидент произошел в городе Цицикар на северо-востоке страны. Было заявлено, что в момент обрушения в зале находились 19 человек. 4 человека спаслись. В Москве, столице Российской Федерации, объявили, что Украина осуществила атаку 2 беспилотными летательными аппаратами, жертв и пострадавших нет. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2 беспилотника атаковали Москву около 4 утра по местному времени. С другой стороны, Россия, как сообщается, нанесла удар по портовой инфраструктуре на реке Дунай в ходе атаки беспилотников на Одесскую область Украины прошлой ночью. Атомная подводная лодка USS «Аннаполис», которую США отправила во 2-й раз в этом месяце, прибыла в Южную Корею.